Последние годы мы стали критичнее относиться к собственной истории. Изменились наши взгляды на события минувших дней. Мы иначе оцениваем поступки людей. Коснулась этой истории Ухтинского комсомола. Сегодня мы пристальнее смотрим на экспедицию 1929 года, положившую начало индустриальному развитию огромного края. Глубже понимаем роль политических невольников и энтузиастов-добровольцев, которые посвятили свою молодость развитию Крайнего Севера. Можно по-разному относиться к идеалам ушедших лет. Восторгаться или считать пережитком прошлого, но нельзя не согласиться с тем, что комсомол стал школой жизни для многих поколений людей. Прошло много лет, но за это время никому не удалось создать лучше того, что было в комсомоле. И это лучшее, как никогда, востребовано в наши дни. Память о мощном молодежном движении жива и сегодня. Посмотрим же кадры кинохроники и послушаем тех, чья жизнь, работа, судьба оказались накрепко связаны с городом, возникшим в самом сердце Республики Коми. В апреле 1940 года была создана Ухтинская районная комсомольская организация. Одним из самых крупных коллективов был тогда коллектив горно-нефтяного техникума. И вот встреча через 30 лет. В городе, где прошла юность, где получили они путевку в жизнь, где стали специалистами горно-нефтяного дела. Тогда, в 40-м, было им по 16-17 лет. Но еще до поступления в техникум многие из них прошли суровую школу жизни. Главный инженер в НИИ газа Иван Александрович Липин приехал тогда в Ухту из маленького коми-села. А через 2 года ему, 18-летнему бригадиру комсомольско-молодежного коллектива, будущему студенту горно-нефтяного техникума, была вручена самая высокая правительственная награда – орден Ленина. Работая в течение 43-го, 44-го, 45-го года уже крепли. Мы крепли, конечно, наши результаты работы. Если мы, когда стали работать в 43-м году и бурили до каких-нибудь 150-200 метров, буровые бригады, то мы уже уезжали в техникум, бурили до 1500 метров, 1800 метров, в зависимости, так сказать, от крепости проходимых горных пород. Шагает время. Парни идут туда, где трудно. Его зовут Рустам Латыпов. Я был одним из первых, кто увидел первый фонтан на Ухтыле в декабре 1964 года. Это была наша маленькая победа в открытии Ухтыльского месторождения. Тогда еще, конечно, мы не предполагали, что в Ухтыл это богатые кладовые газа и конденсата. Но впоследствии оказалось, что нам посчастливилось открыть такое уникальное месторождение. Для меня Ухтыл это все. Это работа, это семья. Здесь я вступил в партию, здесь я женился, здесь я поступил учиться. Ну, словом, все, чего я хотел, того я добился. И те, которые уехали, уже не будут жить в новом городе, который сейчас строится на Ухтыле. Северная тайга. Волею и трудом советского человека богатство ее недр становится на службу народу. Все больше и больше буровых появляется в Ухтинском районе Коми-республики. Далеко в тайге выросла и эта вышка. Нефтяники бурят новые скважины. Комсомолец Алексей Ли – лучший бурильщик. Он привык к трудным условиям работы в Заполярье. Город Ухта. Сегодня у этих шахтеров праздничный день. Они торопятся на экзамен в школу рабочей молодежи. Первый экзамен на зрелость молодые рабочие сдали в шахтах.
И еще один экзамен на аттестат зрелости сдает бурильщик Алексей Заненко. Этой весной 150 рабочих и служащих Ухты окончили среднюю школу. Документы об окончании десятилетки были вручены на совещании бригад коммунистического труда. Знания рабочим нужны для того, чтобы уметь управлять современными сложными машинами, чтобы жизнь была интереснее и содержательнее. В новом учебном году число учащихся вечерних школ возрастет до 1500 человек. Марианна Федоровна Игнатова в 1942 году возглавила первую в нашем районе женскую комсомольско-молодежную бригаду. А чем отличалась комсомольская бригада у нас? Мы брали обязательства, чтобы безаварийно работать, чтобы у нас без нашей причины, чтобы в образцовой чистоте было рабочее место было, и экономить электроэнергию, и чтобы работать все хорошо, чтобы план выполнен, государственный план. Тут уже 43-й год. Конечно, я никогда не думал, что мне, коми девушке, 18-19 лет, дадут мне, вручат мне орден Трудового Красного Знамени. В 1942 году была одна бригада. Сейчас в нашем районе около 50 комсомольско-молодежных девичьих бригад и звеньев. Бригада строителей Жени Якоб. Совсем недавно, в 1969 году, в строительно-монтажном управлении номер 6 на отделочном участке создалась у нас комсомольская молодежная бригада. В нее вошли 20 девчат. Все девчата молодые, хорошие, и дел-то немало сделали. Ведь при помощи нашей бригады компрессорная станция была введена в срок. Взять хотя бы пристройку к 8-летней школе в поселке Сосновка тоже была сдана в эксплуатацию, да и в жилые дома новоселы въезжают с радостью с какой-то, и ты даже сам чувствуешь ихнюю радость и радуешься вместе с ними. Коми Республика, станция Ухта, последние дружеские напутствия. Пройдет немного времени, на платформы погрузят автомашины и экскаваторы, бульдозеры и краны, и молодые строители, вот эти парни и девушки, отправятся в Сибирь на Царину. Уезжая, они говорят, задание выполнено. Эшелоны, эшелоны, вся наша страна в движении, в лесах новостроек. Гигантской поступью шагает семилетка. Этот специальный строительно-монтажный поезд снарядила Коми Республика. Молодежь построит на целинных землях элеваторы, хлебоприемные пункты, жилые дома. А пока каменщик Шиханов вместе с друзьями выпускает стенную газету «Строитель». В ней будет рассказано и о тех, кого здесь же в пути приняли в ряды ленинского комсомола. И пусть немного тесновато в этом купе, но каменщица Люба Баева на всю жизнь запомнит этот день. 15 заявлений о приеме в комсомол подали в пути каменщики и бульдозеристы, плотники и штукатуры. Сердечно, радостно встретили молодых строителей в районе целинных земель. И они, не теряя даром времени, сразу же принялись за дело. Ведь еще в пути строители решили развернуть соревнования в честь 22-го съезда партии и завершить все строительные работы на 3 месяца раньше намеченного срока. А теперь мы с вами побываем в Доме культуры нефтяников в городе Ухте, Республики Коми. Сегодня здесь новогодний бал. Молодые рабочие нефтепромыслов и заводов, строители и студенты собрались, чтобы встретить новый 1957 год.
Давайте заглянем в Ухтинский городской дом пионеров. Юные натуралисты сейчас обрабатывают здесь материалы, собранные летом в походах по родному краю. Занятиями кружка руководит Кирилл Федорович Седых. Он помог ребятам создать свой краеведческий музей, который обогащается все новыми и новыми экспонатами. Есть при Доме пионеров и свой маленький зоопарк. В нем находится около 30 животных. У Аллы Марсаковой и Лилии Святкиной беспокойные воспитанники. Писец, которого так и прозвали Неслух, и Лисица, без имени. Заботливо ухаживают за своими четвероногими друзьями Маргарита Ралдугина и Леня Кустышев. Розочка уже стала совсем ручной. А у лосихи Муси характер менее общительный. Она еще не привыкла к ребятам. Всеобщими любимцами ухтинской детворы стали живущие здесь 2 годовалых медвежонка Мишка и Шалунишка. А ребят, которые выросли на глазах у директора Дворца пионеров Ухты Генриха Адольфовича Корчевского, не сосчитать. 33 года живет талантливый воспитатель в Ухте. Приехал сюда юным комсомольцем в поисках романтики. Он нашел ее в работе с детьми. И все богатства ухтинских ребят, Белокаменный дворец пионеров, великолепный парк, физкультурные и кукольные городки он и придумывал, и проектировал, и строил. Комсомольцы нашей первой школы были большими друзьями пионеров. Они выделяли вожатых в каждый пионерский отряд. Под руководством своих вожатых пионеры Ухты делали много хороших, интересных дел. В годы войны ребята помогали семьям фронтовиков. У нас было очень много тимуровских команд, которые шествовали над семьями фронтовиков. Отводили ребятишек в детский садик, играли с ними, когда матери были заняты, дарили им игрушки, писали письма на фронт ребята, собирали посылки для бойцов советской армии, отправляли их на фронт, особенно к дням Красного календаря, к нашим революционным праздникам. В различных кружках Ухтинского дома пионеров занимаются эти ребята. И все они члены не совсем обычного пионерского клуба, передвижного. Во многих деревнях и селах побывали пионеры. Сегодня их путь в Усть-Ухту. Сам зимний погожий день подсказал, чем заняться. Устроить соревнования по лыжам. Для тренированных лыжников нет высоких гор. А здесь идет борьба за почетное звание чемпиона по стрельбе из воздушной винтовки. У кого поохотничий зоркий глаз и настоящая спортивная выдержка? А это, пожалуй, самое веселое зимнее развлечение – катание на розвальнях. Ребята назвали этот день днем настоящей пионерской дружбы. В штат работников детского парка взрослые не допускаются. Директор – должность выборная. Сейчас на этом посту девятиклассница Светлана Половникова. У нас создано 4 бригады. Работают по 2 бригады в день, утром и вечером. Каждый в бригаде занят своим делом. Одни работают на аттракционах, другие следят за порядком в парке. На сложных аттракционах работают ребята старших классов. А младшие ребята нашего актива, это ребята 1-3 класса, работают в кукольном городке. Им нравится работа. Они знают, что они хозяева парка, их должны беспрекословно слушаться. Все аттракционы в нашем парке, а их у нас больше 100, сделали и подарили нам комсомольцы предприятий нашего города. Взрослых очень удивляет, что в парке следят за порядком и работают на аттракционах только ребята.
Многим еще самим хочется пошалить, поиграть, побегать. Но мы знаем, что дело у нас очень нужное, и что на нас смотрят все люди, пришедшие в парк. Вот мы и стараемся доказать, что ребята тоже могут серьезно относиться к работе. До позднего вечера не затихает жизнь в первой средней школе города Ухты. Окончились уроки, и теперь здесь работают 7 технических кружков. Юные электротехники решили своими руками создать наглядные пособия и различные приборы для физического и химического кабинета школы. На занятиях автомобильного кружка много часов было посвящено изучению мотора, разрез которого тоже сделали сами ребята. А когда закончились теоретические занятия, началось самое увлекательное. Под руководством автотехника Александра Алексеевича Михайлова школьники впервые сели за руль. Рудольф Киян, так же, как и его товарищи по кружку, окончив школу, овладеет одновременно профессией шофера и техника по автоделу. Строители газопровода Ухта-на-Дым первый рабочий день 9-й пятилетки застал на станции ВИЗ в Коми Республике. На этой трассе впервые в мире свариваются трубы диаметром 1420 миллиметров. Строителям предстоит уложить 2 нитки газопровода длиной 1130 километров. Преодолеть 14 крупных рек, несколько десятков озер. На трассе работают строители южных газопроводов, москвичи, ленинградцы, ветераны газопровода «Сияние Севера». Превратим каждый день предсъездовской вахты в день ударной работы. Под таким девизом проходит соревнование среди бригад в честь 24-го съезда партии. Сварены первые километры труб, ударная стройка 9-й пятилетки разворачивает свои богатырские плечи. Нам не пришлось драться за революцию на баррикадах. Мы не знаем, что такое кулацкое поле. Нам не довелось строить Днепрогэс и Магнитку. Но когда мы говорим о комсомоле, о его делах, мы видим тех, кто на месте топи и болот построил наш город, одел его в леса новостройки и распахнул здесь двери уютных заведений. Если в 1940 году одной из крупнейших комсомольских организаций был коллектив единственного в городе горно-нефтяного техникума, то сейчас мы то же самое можем сказать, но уже об Ухтинском индустриальном институте. Около 2000 комсомольцев получают здесь высшее образование, чтобы потом принести свои знания на заводы, газовые и нефтяные промыслы. И хочется верить, что будущие газовики, геологи, нефтяники, строители построят новые города, пробурят свои новые скважины, зажгут свои новые факелы газа на этой земле. ЦК ВЛКСМ объявил вот эту стройку, газопровод, и назвали его «Сияние Севера». Известная печать, это была звучащая на всю страну. Он получил статус всесоюзной ударной комсомольской стройки. И вот тогда, естественно, нужны были очень много, сотни, тысячи молодых рабочих рук, чтобы обустраивать его. Те времена, которые сегодня иногда вспоминают, и не без основания, скажем, и связывают его с периодом развития республики, промышленности его, скажем, там, довоенный период, скажем, дороги, строительство, шахты, Воркутинские, Интинские, да, это были период, когда их строили, в том числе руками заключенных, гулаги всевозможные, и известные сегодня по тем материалам, тем писателям, которые эти события описывают. Но это был новый период совершенно в стране. Это была мощнейшая всесоюзная ударная комсомольская стройка. Я как раз попал в этот период
как будто бы на острие этих событий. И вот тогда параллельно был объявлен всесоюзный призыв на ударную комсомольскую стройку. Он осуществлялся в том числе в массовом порядке по регионам, вся страна направляла по путевкам, по комсомольским. Это райкомы, горкомы, обкомы комсомола, ЦК комсомола союзных республик, всех 15 республик, Беларусь, Украина, Прибалтика. Значит, направляли своих желающих молодых ребят, были определены критерии. И даже шла подготовка предварительная, профилизация была, специализация, ну, скажем, на уровне, скажем, профтехучилища, скажем, или какие-то другие формы обучения профессионального. И параллельно по линии Министерства обороны СССР было разрешено и было объявлено мобилизация на эту всесоюзную комсомольскую стройку молодых военнослужащих, закончивших свою службу в советской армии. И вот тогда я знаю, сам съездил с большими нашими специалистами, с бригадами специалистов Треста «Автострой» по воинским частям северо-западной зоны, в Беларуси, на Украине, где мы вели большую работу и объяснительную, разъяснительную работу. И вот только лишь за 2 года, которые, вот я помню, с 67 по 69 год, в Ухту к нам прибыло только из советской армии около 5000 военнослужащих, демобилизованных из армии, которые мы направили уже через Трест «Автострой», через наш комитет комсомола на эту всесоюзную ударную комсомольскую стройку. Ухта развивалась, строилась. Тогда год сдавали порядка 140 тысяч квадратных метров жилья. Дальнейшее развитие получил Ухтинский УГСМ, Ухтагазстроймаш, экспериментальный механический завод. Строился завод крупнопанельного домостроения. К сожалению, судьба его не очень, так сказать, хорошая в перспективе получилась. Строили дворец культуры и техники. В то время назывался он так, сейчас городской дворец культуры. Тогда это было ударной комсомольской стройкой городской. Ежедневно мы туда направляли порядка 50 человек. Ежедневно. Были туда направлены лучшие комсомольско-молодежные коллективы города, строительные коллективы. Принимали участие в субботниках по благоустройству территории, выполняли конкретные задания на производстве. Вот вместе с ветеранами мы начали закладывать парк напротив памятного знака по ту сторону реки Ухты. Ну и памятный знак — это тоже, конечно, дело комсомольцев. Проектировали комсомольцы, и практически он строился на деньги, которые заработали комсомольцы на субботниках. В истории ухтинского комсомола немало интересных людей, но есть особые имена. Александр Алексеев – первый герой России в Республике Коми, секретарь комитета ВЛКСМ Индустриального института. Его именем названа улица в Ухте. Саша Алексеев, познакомилась я с ним, когда он еще только приехал в институт. Он после армии учился на подготовительном отделении. Подготовительное отделение – это всегда очень серьезные ребята. То есть вот я как председатель профсоюзного комитета студенческого занималась общежитием. И я помню, что это комнаты, в которых всегда все чисто. Ребята одеты довольно бедно в то время, но все они отутюженные, они чистенькие, все пахнут одним одеколоном. Плохо помню вот весь период обучения, он в рамках факультета, лесотехнический же у него был, да. В последнем курсе вот он как-то пошел уже в гору, и он стал секретарем комитета комсомола у нас. Но вы знаете, у него очень интересное лидерство. Да, лидерские были, но у него какое-то лидерство, вот в моем представлении всегда было лидерство, это, знаете, да? Он совсем другой. То есть вот он мог не требовать, он говорил с тобой так, что тебе даже в голову не приходило, что это можно не сделать. Он очень спокойный человек, очень мягкий был, абсолютно неконфликтный. Такой вот, я, например, человек такой резкий достаточно, то есть это была полная противоположность. И вот фотография, одна из фотографий, это наша комсомольская конференция. Здесь Саша Алексеев, естественно, здесь очень многие Миша Дронов, здесь очень много интересных ребят, Володя Шаронов. Очень, вот Саша Алексеев здесь стоит, я многих уже даже не помню. Вот Борзинец Гриша. Я всегда говорю о комсомоле в превосходных тонах, потому что комсомол в моем представлении, я в комсомоле работала тоже, и в профсоюзе мы тесно работали с комитетом комсомола, все было по-другому.
и вера была. И искренне все делали. Вы знаете, субботник это был праздник всегда. В стройотряды это было не попасть. Все пели, все танцевали, все занимались спортом. Я не помню, чтобы у нас, если не пришел на день лыжников, с тобой здороваться никто не будет. Ленинский зачет, это было очень серьезно. Мы сдавали зачет, там, попробуй двоечник туда приди, там стыдно было перед ребятами. И было очень искренне все. И появлялись первые семьи. Это же вот на моей памяти, я была писатель, у нас появились первые студенческие семьи. Саша тоже женился еще в институте, вот на Лене. Свадьба, которая была сыграна в 1974 году, на 4-м курсе уже, она тоже была ожидаемой. Она запомнилась тем, что было такое ощущение, что вот люди соединились на долгую, счастливую жизнь. Потому что чувства их друг друга были такие чистые и открытые, что никто не сомневался, что у них впереди вот нормальная жизнь, которой, в общем-то, могут позавидовать многие. Мария Траханович – пример необыкновенной силы духа, секретарь Ухтинского горкома в ЛКСМ. Ее имя носит Центр реабилитации инвалидов. Хоть хочу очень долго жить и работать, но кто знает, как это, так сказать, как будет, но мне очень хочется. Из уважения к позиции Марии Александровны мы могли бы не восхищаться. Как все, она создала бесплатный центр реабилитации инвалидов. Как все, она лечит и вывозит своих детей и взрослых в Крым. Как все, она смогла организовать производство, которое кормит этот центр, да еще и обеспечивает инвалидов работой. Но ведь не как все. Тысячи здоровых мужчин все это было бы не под силу. Поэтому мы преклоняемся перед ее красотой. Быть может, это к нам приходит зрелость. Быть может, город стал еще родней. Нам об Ухте так никогда не пелось, так не хотелось единения с ней. Мы в эту землю проросли корнями, и север нашим детям по душе, и будут внуки жить достойно с нами на сердцем отогретом рубеже. Мы на себя возьмем твои заботы, пока нам жить, тебе на свете быть. Как сыновья росли твои заводы, а сыновей положено любить. Пусть будет лес твоим зеленым другом, сестрой река, а матерью земля и облака, что проплывают к югу, и клин печальный, все твоя семья. Здесь чуть пораньше алые рассветы, здесь чуть попозже розовый закат, здесь на восход все улицы, проспекты и лишь аллеи парка на закат.